Из-за закрытых границ в этом году жители республики планируют свой отпуск иначе и все чаще прокладывают маршруты путешествий в соседние регионы. Изучать страну можно не только с пользой для себя, но и без вреда для природы, например, на велосипеде. Именно такой вид транспорта выбрал 23-летний житель Новочебоксарска Никита Уськов, чтобы отправиться в путешествие по соседней республике Мариэл. Оказалось, что такой вид экотуризма таит в себе еще и немало опасностей. Вероника Павлова узнала подробности. Для этой поездки мне пришлось купить котелок, у меня его не было. На природе очень вкусно получается, на костре самый топчик, можно сказать. Этой покупкой Никита Уськов и ограничился. Все остальное оборудование и нужная экипировка в арсенале бывалого велосипедиста имелись. Не было лишь опыта длительных путешествий на двухколесном транспорте. 23-летний молодой человек задался целью – проехать на железном коне 1000 километров. План удалось даже перевыполнить. Маршрут путешествия получился на 200 километров длиннее. Да! Я сделал это! Мариэл, спасибо за все! Чтобы изучить красоты соседней Мариэл, Никите понадобилось 20 дней. Путешествие стало проверочным не столько для самого велосипедиста, сколько для транспорта, который выбрал молодой человек для поездки. Железный конь Веры и правда служит хозяину вот уже больше 10 лет и имеет свою уникальную историю. Он мне достался по наследству от папы, можно сказать. Он купил его бэушным, потом его отреставрировал лет 5 назад, потому что он у меня сильно убился, очень сильно. Я поменял практически все, осталась только рама, сидушка. У меня тут колодковые тормоза, то есть все люди говорили то, что ты бешеный, зачем ты едешь вообще с колодковыми тормозами в путешествие, то есть это самоубийство. Но я все-таки проехал с этими тормозами. Конечно же, не без приключений. На первых 150 километрах прокололось переднее колесо. И это, пожалуй, единственный случай, когда пришлось расчехлять инструменты, признается Никита Уськов. В остальном же, продолжает молодой человек, в велосипедном туризме одни плюсы. Путешествие получилось безуглеродным, то есть совершенно безвредным для планеты. Никита даже подсчитал, на сколько килограммов удалось сократить выбросы СО2 в атмосферу. Впрочем, для будущего эколога именно на этой специальности учится Никита в Поволжском технологическом университете в Йошкар-Оле, это не составило труда. Цифра получилась внушительной, более 180 килограммов. Изучать просторы Мариэл на практике оказалось не только познавательно. Республика славится многочисленными реками, озерами и живописными лесами. Близкое общение с природой таит в себе еще и немало опасностей. Слышал волков, они были через озеро. Я слышал, как они там воют, что-то они между собой не делят. И получилось так, что они там до 2 часов ночи выли, то есть как-то не по себе было, конечно, но все равно я был возле поселка, то есть мне было не страшно. Никита Уськов признается, порой не животных стоит бояться, а людей. Но в основном местные жители отличились отзывчивостью и добротой. Именно по этой причине большую часть путешествия палатка так и пропылилась в рюкзаке, рассказывает Никита. Бывали, что люди сами, то есть спрашивали, откуда едешь, куда едешь, зачем едешь, и говорят, давай заночуй меня, что уж теперь. Поездка по Мариэл Никиту вдохновила не только на дальнейшее путешествие. Молодой человек пишет электронную музыку. Поэтому эмоциями, накопленными за время поездки, планирует поделиться в новых композициях. Вероника Павлова, Виктор Степанов, Вести Чувашия.